Доброе утро, телеканал Якутия-24, НВК Саха, «Утро Якутии». В эфире вместе с вами сегодня «Утро в Якутии». Встречаем мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Начинается новая неделя, на календаре 13 сентября, понедельник. Наступила золотая осень, а это значит, что это пора новоселий. Как правило, в это время года возрастает активность купли-продажи недвижимости. Что делать, если новоселы столкнулись с проблемой некачественной работы строителей, мы узнаем сегодня в нашей программе. Да, также осень – это время заготовок, поэтому сегодня отправимся в сельскохозяйственный кооператив «Олимп», узнаем, какой урожай они получили в этом году. Якутску исполнилось 389 лет. Как изменился город за последние годы, мы увидим сегодня на редких фотографиях, ретро-фотографиях, с которыми нас ознакомит известный фотожурналист. Да, ну а также мы сегодня узнаем, могут ли динозавры, обитавшие миллионы лет назад на нашей планете, помочь как-то жителям мегаполисов и отдаленных уголков нашей страны. Ну а для связи с нами всегда работает WhatsApp номер 8 914 273 4488. Вы всегда можете нам написать, поделиться хорошими новостями, либо кого-то поздравить. Да, ну а также в Инстаграме страница _Якутии. Всегда можете посмотреть повторы интересных материалов, которые выходили в нашей программе, просто пролайкать, прокомментировать, свое мнение какое-то оставить. Ну а далее ознакомимся с погодой на день сегодняшний. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 2-3 градуса мороза. В заречной группе -2-5 градусов, в южных до 60 градусов тепла, в Вилюйской -1, +8, в Нижнеленских 4-11 градусов тепла. В западных до 7 и 10 тепла, в Колыме-Дигирской группе -5, +4. В Янских 0, -3, на северо-западе -4, +7 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила -2 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, штиль. А сегодня днем ожидается без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса. А прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы нашего телеканала. Они нам расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей теперь могут выйти на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста. Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых сотрудники проходили обучение, учтут при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Также северянам продолжат назначать повышенную пенсию в упрощенном порядке. Напомним, что при наличии на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся на дневном отделении, можно получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. По итогам первой половины 2021 года в Якутии заключено более 420 тысяч договоров страхования, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий показатель собранных страховых премий за год увеличился на 24% и достиг около 3 миллиардов рублей, причем рост отмечался во всех значимых сегментах страхового рынка. Объем премий по договорам страхования от несчастных случаев и болезней вырос в 1,5 раза и приблизился почти к 900 миллионов рублей. Повышение интереса якутян к долгосрочному страхованию жизни способствовало приросту премий на 18%. В сегменте ОСАГО сумма собранных премий за год возросла на 20% до 570 миллионов рублей. Этому в том числе способствовало то, что полис ОСАГО сегодня можно приобрести как привычным способом в электронном или бумажном виде, так и на платформе Marketplace. Герои.
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации победителей и призеров 16-х Паралимпийских летних игр. Так, кавалерами Ордена Дружбы стали 39 спортсменов. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени будут награждены 37 спортсменов, в числе которых мастер спорта международного класса по стрельбе из лука якутянка Степанида Артахинова. Еще медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени будут отмечены 38 спортсменов. В Якутске завершился 5-й юбилейный полумарафон. В нем приняли участие около 1000 человек. Дату забега несколько раз переносили в связи с санитарными ограничениями и погодными условиями. И в день города спортсмены пробежали 3 типа дистанции – на 5, 10,5 и 21 километр. Многие из участников креативно подошли к мероприятию, заменив спортивную амуницию на фэнтези-костюмы и даже свадебные платья. На финише всем участникам вручили памятные призы, а финалистам – медали и призы от спонсоров. Обычно готовлюсь с тренером. Мы работаем каждый день. 2 раза в неделю делаем беговые работы и кроссы. Дистанция на 5 километров, она как бы чуть-чуть надо бежать быстрее, да, чем вот длинные дистанции. Надо работать как бы. Вообще-то я зарегистрировалась на 21 километр, но так как у меня вот тренировки мало было, я выбрала 5 километров. А в Минске завершился турнир по вольной борьбе, который принес якутянам немало побед. Так, Араян Сютрин завоевал золото для Беларуси на международном турнире Гран-при «Александр Медведь». Он выступал в весе до 57 килограммов. Еще одну награду завоевал якутянин Максим Толмачев, представлявший Красноярск в весовой категории до 97 килограмм, и получил серебряную награду. В весе до 65 килограмм бронза осталась у якутянина Нюргуна Скрябина, выступавшего под белорусским флагом. Напомним, юбилейный международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Александра Медведя проходил в Минске с 9 по 12 сентября. К этому часу это вся информация. Хорошего дня! Доброе утро, спасибо коллегам. А у нас на очереди разминочка утренняя. Да, продолжай тему спорта. Доброе утро! С вами фитнес-клуб «Фитнес Лайф», инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и 1, 2, больше скручиваемся, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу. Максимально растягиваем бицепс бедра. Остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги. Вращение бедра в бок. И 1, 2, 3. Держим равновесие. 4. Переходим к другой ноге. И 1, 2, 3. Не торопимся. Дыхание ровное. 4. И теперь немного кардио. И 1, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня. Доброе утро. Сегодня 13 сентября отмечается День парикмахера. Люди, в чьих руках в буквальном смысле зависит красота на наших волосах.
Да, и мы, естественно, поздравляем всех причастных к этому празднику, а в особенности поздравляем наших стилистов-парикмахеров, благодаря которым мы вот красивые такие с утра каждый день здесь сидим. Ну, а сегодня в особенности хотим поздравить Ангелину, которая непосредственно нас сегодня уложила, причесала и сделала вот такими сияющими. И отправила на эфир. И отправила на эфир. Поздравляем всех парикмахеров, стилистов с профессиональным праздником. Ну а с другими датами знакомимся далее. На календаре 13 сентября. Сегодня отмечают день рождения бионики, день знакомства детей с кухней, день арахиса, день печенья с предсказаниями, день позитивного мышления, Международный день шоколада, день йоги в России, день шарлоток и осенних пирогов, а также день рождения пенициллина. Свой профессиональный праздник отмечают парикмахеры, стилисты, универсалы и модельеры. В Международный день парикмахера традиционно проводят конкурсы и соревнования «Лучший парикмахер-стилист», «Лучший креативный парикмахер», победителям вручают дипломы и награды. По народному календарю в эту дату почитают память мученика Киприана Карфагенского, епископа. В этот праздник ходят собирать клюкву, которую в народе называют журавлиной. Поводырем выбирают человека, рожденного 13 сентября. Считается, что ему известно, где растут самые крупные и спелые ягоды. Традиционными блюдами являются пироги и кисель с клюквой. Также к этому сроку начинается сбор урожая корнеплодов – моркови, свеклы, репы, картофеля. А громкое курлыканье журавлей сулит скорый дождь. События в этот день. В 1736 году был основан город Челябинск. В этот день в Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами. В Петербургской академии наук издан первый географический атлас российский. Совет министров СССР принял постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. В Москве Алексей Кортнев и Валдис Пельш создали музыкальную группу «Несчастный случай». В этот день родились Джон Бойтон Пристли, английский писатель, драматург, театральный режиссер. Роальд Даль, английский писатель, мастер парадоксального рассказа. Сергей Непобедимый, советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик. Зоя Космодемьянская, советская партизанка, герой Советского Союза. Жаклин Биссет, британская и американская киноактриса. Александр Розенбаум, советский и российский певец, поэт, композитор, актер, народный артист России. Илья Сигалович, российский программист, предприниматель, один из основателей компании Яндекс. Именины сегодня отмечают Ян, Михаил, Мирон, Иван, Дмитрий, Геннадий, Вальдемар, Владимир, Александр. Что ж, мы продолжаем наш эфир, и нам на наш WhatsApp пришло замечательное сообщение. Сегодня поздравляют любимую маму с днем рождения, сопровождая это все замечательным стихотворением. «Для нас ты с Богом, мамуля, сравнима. Ты всеми родная, нами любима. Ты душу вложила, ты нас воспитала. Ты самой лучшей мамочкой стала. Помни, родная, что дочки с тобой, с прекрасной мамулей, самой родной. Мы любим тебя и все поздравляем. Счастья, родная, тебе мы желаем. С любовью, дочери Катя и Уля». Замечательные строчки. Мы присоединяемся к поздравлениям. А этим летом мы начали знакомить вас с пригородами города Якутска. Порой, живя в столице всего в нескольких километрах, мы даже не знаем, чем живут люди в соседних наслегах. И порой даже не бывает времени просто съездить, посмотреть туда. Да, и мы продолжаем серию сюжетов про Тулагино-Кильдиамский наслег. И сегодня узнаем, чем же живут трудолюбивые труженики этого наслега. 86-летняя Нина Никитишна – старожил села Кильдямцы. 43 года она работала в наслеге почтальоном. Нина Никитишна вспоминает, в советское время читать любили все. В 60-е и 70-е годы люди выписывали много корреспонденции. Единственная почта была в Тулагино. Нина Никитишна каждый день проходила более 5 километров до села Кильдямцы, чтобы доставлять почту. В объемную сумку все не влезало. Почтальоны возвращались на почту за новой партией. Сколько это килограммов весило? 10, наверное, больше. Ну, сейчас тоже тут старые журналы, старые книги, по-моему, вот, 10 килограммов точно. Но очень было тяжело. Нина Никитишна родом из Усть-Алданского района. Вышла замуж и переехала в Кильдямцы. Осталось жить, что замуж вышла тут. И дети, внуки, правнуки, все у меня есть.
Каждое воспоминание старожилов – золотая летопись. Ведь история создания Тулагина-Кильдямского наслега уникальна. В одном только наслеге находится около 70 памятников археологии. Историки до сих пор изучают эти места. Тулагино-Кильдямский наслег само по себе наслег такой уникальный. Это, во-первых, он объединяет 4 населенных пункта. Это Капитоновка, Кильдямцы, Тулагина и Сырдах. Ну и микрорайон радиостанция. Да? И она находится в 28 километрах от города Якутска, северной части долины Туймады. И она сама еще уникальна в том, что, как вы все знаете, имеется местность Усхатын, где вот мы проводим такое масштабное мероприятие, как ИСЭХ. И уникальность еще она проявляется, что в этих местах по преданиям жил и творил наш прародитель народа Саха-Эллей, и поэтому вот Усхатын это священное место. Отсюда стреляли бандитов, которые убегали в Намский район, село Никольцы. Узнать историю родного края никогда не поздно, считает учитель истории на пенсии Владимир Никифорович, и перелистывает для нас кровавые страницы истории 1922 года. Огни гражданской войны прошлись по этим местам. Кильдямский бой – одно из важных сражений в истории становления советской власти. Очищение Тулагина-Кильдямской долины от врага сняло прямую угрозу Якутску с севера. Сражение было большое. Бандиты белые заранее, окопались. Они вот южнее села Кильдямцы. И вот где сейчас дорога, выкопали окопы. И там они держались. Атаковали 200 сабель эскадронца, это каландришвилевцы, и около 600 наши местные красноармейцы, партизаны. Владимир Никифорович отмечает, любовь к своему краю нужно прививать со школьной скамьи. Ученики школы проявляют живой интерес к прошлому наслега. Ведь Кильдямский бой – это лишь одна из страниц богатой истории. В середине 19 века в этих местах поселились русские хлеборобы. Так появилось нынешнее село Кильдямцы. С тех пор больше 100 лет тулагино-кильдямские жители находятся в постоянном общении с русскими. Они научились у них хлебопашеству и овладели культурными бытовыми навыками. В селе Кильдямцы сохранились дома первых хлебопашцев, староверов и русских крестьян, которые поселились здесь еще в XVIII веке. Это высокие и прочные избы, в которых до сих пор живут их потомки. Наслег начал развиваться не только под влиянием культуры русских крестьян, но и под влиянием всех тех, кто приезжал со всего Советского Союза и оставался здесь жить. У меня здесь и дорожка, Николай Угодник, ну и другие портреты. Я здесь зажигаю другой раз свечи, прочее, все. Один из них – Валентин Потлов, строитель, который закончил Маршанский строительный техникум в Тамбовской области и по направлению приехал в Якутию. Теперь Тулагино-Кильдямский наслег – это его родина. Здесь он женился, вырастил своих детей и строил наслег. Когда я приехал сюда, здесь вообще-то и не было поселков. Даже те же Талугины, те же Сырдах, тот же третий участок. Ну, не было. Было 1, 2, 3, 4 там дома. Ну что ж, как строитель я ввязался строить в совхозе все то, что могу. Несколько лет назад Валентин Александрович решил построить у себя дома часовню. Признается, построил ее за один день. Для верующего строительство часовни – благое дело, ведь для него святыня – это символ добра, мира и любви к людям. За один день это точно. Я был в Москве у родственников. У него стояла часовня, не такая, конечно. Хуже вариант. Он не строитель, а он геолог, что ли, или что-то. А я вот так руками подошел, вот так, замерил ее руками. Мало. Ну и прибавил еще сантиметров 50. Старожил мечтает достроить купол, а главное – услышать звон колокола, со звоном которого он будет вспоминать любимую жену и яркую насыщенную жизнь, которую подарил ему любимый наслег. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Тулагино-Кильдямский наслег.
Накануне, в воскресенье, 12 сентября, городу Якутску исполнилось 389 лет. Это старейший фактически город Восточной Сибири. Основан он на вечной мерзлоте, находится на берегу реки Лена, чем мы, якутяне, очень гордимся. Предлагаем вам посмотреть архивные видео и увидеть, как изменилась жизнь нашей столицы за многие годы. Да, действительно интересно так в ретроспективу взглянуть, что было, что стало. Еще лучше, когда ты помимо того, что посмотреть, можешь и узнать, действительно было так, и узнать какие-то подробности. И у нас сегодня такая возможность будет. Дело в том, что в эти выходные в Центре духовного развития открылась интересная выставка «Традиции Якутска» фотожурналиста Валерия Стефанского. И сегодня... Он в нашей студии. Да, Валерий Валентинович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, выставка, я так понимаю, она выбрала все там различное количество кадров, в том числе и города Якутска, потому что на всех мероприятиях, таких крупнейших, вы всегда присутствуете, во всяком случае стараетесь и фиксируете это через объектив на фотоаппарат. Вот. В связи с этим... Да, Валерий Валентинович, каким был город Якутск раньше и каким он стал сегодня, на ваш взгляд? Город хорошеет с каждым днем. Но вот то, что нет общей такой картины какой-то интересной, вот это настораживает, потому что слишком много подгоревших зданий, и они почему-то подолгу не убираются. И сразу теряется впечатление от этого. Но мы стараемся сохранить и те старые фотографии со старыми зданиями. Фотографируем новые здания, красивые, которые вписываются в панораму города. Ну и это тоже радует. Вот. А на будущий год, 50 лет, как я уже занимаюсь, фотографирую в городе Якутске. Думаю, что на будущий год, год столетия нашей республики, мой юбилейный год, будут большие фотовыставки. Уже заявки поступают. И вот Дом Арчи вышел с инициативой организовать у них выставку. Выставка прошла на ура. Вот сейчас звонят, до какого времени будет работать. Я говорю, до конца сентября точно. Так что звоните, съездим. Приходите. Да, да, поэтому 2 дня, вот сейчас там были мероприятия, ну, я мимо проехать не могу, поэтому там и даже виртуозы Якутии выступили, дополнили концерты танцевального ансамбля сельхозакадемии. Просто красота. Валерий Валентинович, вот такой вопрос тоже, в принципе, да, 50 лет, как вы сказали, уже, ну, этим делом занимаетесь. Есть ли в городе, раз мы сегодня немножко говорим все-таки в контексте Дня города, есть ли в городе какое-то особое место, которое вот и тогда вас вдохновляло, и сегодня тоже приносит вдохновение? Несмотря на перемены, может быть. Ну, я думаю, что все-таки центральная площадь Ленина и Орджоникидзе, площадь Орджоникидзе тоже, она совершенствуется, улучшается вид. Ну и старый город, который был восстановлен, тоже всегда, если вот гости мои приезжают, я вот эти места показываю обязательно. Ну, сейчас вот восстанавливается здание казначейства, тоже будет красиво восстановлено. Оно у меня где-то лет 30 назад я его фотографировал, когда первый раз восстановили. Красота. Вот это меня радует. Поступили заявки Кривеческого музея,
чтобы тоже мы с моим другом Владимиром Доброхотовым там организовали выставки. Потому что за 50 лет столько отснято, что это надо людям показывать. Потому что духовное развитие наших людей оставляет желать лучшего. Они не знают ни города, ни где музеи находятся. Вот это меня немножко не радует. Но думаю, что все равно время придет, когда люди все-таки займутся. Потому что наше поколение намного больше знает, чем современные. Мне кажется, приходит все время, все-таки начинаешь интересоваться и тоже к этому прикасаться. Вот сегодня вы фотографии принесли, есть ли среди них, может, какие-то редкие кадры? Редких кадров получилось. Значит, я вот эти 3 дня был слишком занят, и просто такие альбомы нести с собой посчитал, что ну так, не смог я. Вот здесь, значит, здесь у меня фотография самолета А-310, который летал у нас с авиалинии были. Ну, мы в Москву летали смотреть на футбол. Футбол. Россия-1, Россия-2. Это, значит, утром сел, посмотрел, на следующий день прилетел. Ну, всегда мои, конечно, главные герои моих фотографий – это люди. Вот здесь вот ветеранский снимок, который был сделан в 1982 году на открытии музея в Якутском управлении гражданской авиации. Ну, конечно, вот людей этих многих уже нет с нами. Вот, ну, некоторые еще живут, здравствуют, я рад. Вот здесь опять авиаторы, это тоже нам, значит, фотография, прибыли на юбилей на наш. Очень люблю и встречаюсь с ветеранами Отечественной войны. Вот это праздник День Победы, уже день окончания Великой Отечественной войны. Со многими встречаемся, для них поем. Вот. Ну и вот здесь попался фотографии семьи Колодко, значит, дочь и отец Колодко, Женечка и Николай. С ними связь имеем, они сейчас живут в разных местах. Ну, такая жизнь у нас. Просто нас почему-то в нашей любимой стране не очень уважает. Вот. Ну, это вот немножко мой буклетик был. Ему уже почти 15 лет. Но я думаю, что на будущий год мы его расширим и покажем во всей красе наш город и наших людей, которых мы очень любим. Валерий Валентинович, ну мы видим, вы также пришли с фотоаппаратом, да? С фотоаппаратом. Вы с ним не расстаетесь? Приходится так, меня заставили по жизни. Потому что начинал фотографировать в институте, потому что кому-то надо было начинать и показывать жизнь во всем ее многообразии студентов. Студенты до сих пор связь мы с ними имеем. Очень солидные люди выросли из нашей среды авиаторов. Тот же Талгат Мусабаев, космонавт России и Казахстана. 2 года назад мы с ним встречались в Риге. Он узнал меня и ко мне идет, а наш это не знает, что мы с ним знакомы. Обнялись там как по-дружески. Там, а ты что, откуда его знаешь-то? Да я говорю, это мой друг. Гимнастикой занимались. Вот так что. Ну, очень интересная беседа. И много еще вопросов осталось, но я думаю, учитывая вашу активную творческую работу, которая не останавливается по сей день, еще не раз будет повод встретиться, поговорить. Да, тем более у Валерия Валентиновича в следующем году юбилей. Я думаю, это отличный повод встретиться и пообщаться с вами чуть подольше. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, всегда оставайтесь таким же бодрым, вы не меняетесь, правда, уже сколько? Никогда. А мы продолжаем наш эфир. Гигантскую тыкву весом 300 килограмм вырастил кубанский фермер Армен Бахазяин. Из Тбилисского района бахчевыми культурами уже более 20 лет он занимается. В этом году он решил побить все рекорды. На фестивале тыкву поднимали краном. Вес овощей составил 294 килограмма. И это не предел. В следующем году Армен намерен побить свой рекорд и вырастить тыкву в 600 килограмм.
А швейцарец Бенни Майер, обладатель рекордов книги Гиннесса, вырастивший самую большую тыкву за всю историю наблюдений весом в 1054 килограмма, считает, что особого секрета нет. Натуральные удобрения, много солнечного света, искусное применение агротехники и хороший полив. В этом весь секрет того, чтобы вырастить такую большую тыкву. Ну а осень – это, конечно, традиционная пора сбора урожая, и главное вовремя его собрать. Кстати, в Тулагино-Кильдямском наследии в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Олимп» в этом году отнюдь неплохой урожай. Да, и в нашей рубрике «Сад-огород» руководитель большого хозяйства Наталья Зотова поделилась секретами того, как же можно такой урожай получить. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы сейчас находимся в Тулагино-Кильдямском наследии. Рядом со мной очень интересный человек, можно сказать, с интересной профессией. Хочу вас с ней познакомить. Наталья Борисовна – это председатель СХПК «Олимп». У нее, можно сказать, в ответе очень большое хозяйство. Вот мы специально к ней приехали, чтобы поговорить, вот что здесь вы выращиваете и, и какой урожай в этом году. У нас в пригороде города Якутска самое большое хозяйство. Насчитывается где-то у меня только по овощам, по картофелю 100 гектаров. И мы еще работаем по кормопроизводству, выращиваем многолетние травы. Там уже 300 гектаров посеяно. Ну вот если вот в этом поле, вот посмотрите, очень хорошее поле, называется на Безбулгуннях, она 8 гектаров тут посеяно, капуста, картофель, свекла, морковка. Урожайность отменная. В этом году мы очень радуемся, что вот такой урожай у нас. И свекла, и морковки, и капуста, и картофель. Наталья Борисовна, все-таки лето у нас было, конечно, в этом году экстремальное, и пожары, и погода, конечно, не позволяла насладиться солнечными днями, да, но вот и дождей-то не было. А как вы достигли такого урожая? Как вам удалось? Ну вот, я ведь сказала, что у меня тут очень опытный бригадир работает, да, Стас Робертович. И вот у нас полив, это капельный полив. Берем воду на полив с озера. И вот так вот достигли вот такого урожая. Этот сорт у нас Мегатон, очень хороший сорт, она засолочная, новый сорт. Так что советую всем горожанам, всем людям покупать этот сорт у нас. Есть какие-то ваши интересные такие, может, волшебные такие секретики, чтобы все-таки вот и капуста такая у вас получилась, и чтобы она радовала глаз? Что тут сказать? Тут нужно любить землю. Любить овощи и вовремя все, и рассаду садить, и землей работать, и удобрения выносить, и обрабатывать все. Вот это вот, и полив хороший, да, вот это вот все дает вот такой урожай. Наталья Борисовна, вы сейчас самая, говорится, горячая пора в сентябре. Вот и мы сейчас наблюдаем, что и школьники помогают, да, собирать урожай, и люди тоже, предприятия помогают. Вот сейчас какая работа сейчас идет? Сейчас у нас идет уборка морковки, свеклы, картофеля. В середине сентября мы организуем ярмарку, продажа морковки, свеклы, капусты, картофеля. Так что объявление будет. Приезжайте, покупайте. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо за то, что вы рассказали о своем хозяйстве. Ну и желаю вам успехов в предприятии, чтобы и в следующем году у вас урожая было побольше. Спасибо. Очень полезный совет, и, возможно, я их когда-нибудь вспомню, когда займусь огородом. Ну, а прямо сейчас мы вновь передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, Якутия! Последние новости к этому часу. Якутск отпраздновал свой 389-й день рождения. Столица республики встретила это торжество без большинства массовых мероприятий и салюта, но с объемной спортивной программой и открытием ряда новых объектов. Праздничный день стартовал с полумарафона, в котором приняло участие почти 1000 любителей активного образа жизни. Помимо этого, в городе ввели несколько новых воркаут-площадок в разных районах, а также установили сразу 3 новых теплых остановки. Сделали подарок и для самых маленьких жителей Якутска. В 203-м микрорайоне открылись новые ясли на 85 мест. Не забыли в День города и про обновление дворовых территорий. Новую современную детскую площадку ввели в одном из дворов по улице Лермонтова. Построили очень быстро. И молодцы. Ребята вот все
Я смотрела, все работали, постоянно они здесь были. До этого здесь как было? Ой, это вообще, как вот говорили с Прометеем, это была лужа, песок, это было ужасно. Не пройти и не проехать. Мы будем выходить, посидеть, конечно, поговорить. Будем тут сидеть, далеко не... Мы уже в преклонном возрасте, далеко уже не можем. И тут можно выйти посидеть. Музей истории Якутска открыл свои двери. Спустя 3 года историческая городская экспозиция обзавелась собственным зданием в старом городе столицы республики. Все это время фонд музея пополнялся. При этом, благодаря энтузиазму сотрудников музея, за 3 года его экспозицию увидели более 14,5 тысяч человек. Открытие прошло в торжественной обстановке. В ходе мероприятия администрация города Якутска подарила музею сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Также был дан старт акции дарения «Внеси себя в историю Якутска», первым участником которой стал мотоклуб «Старая школа», подаривший музею печные дверцы воеводской канцелярии. Я их очистил, отреставрировал, мы покрыли их составом, чтобы они ржавели дальше, и положили как бы в наши архивы, в хранилище. И вот тут в разговоре с Катериной, когда она сказала, что воеводская канцелярия, я говорю, как раз вот с воеводской канцелярии есть родные ее дверки. Естественно, тут же пришлось их подарить. Вот, как и многое остальное, что придется подарить. Да, мы уже свыклись с этой мыслью. Для реабилитации после перенесенных операций и серьезных заболеваний, а также для детей с ограниченными возможностями, в Мирнинской больнице установили новое оборудование. Раньше на реабилитацию мирнинцы должны были выезжать за пределы района. Сегодня комплексное восстановление можно пройти на месте. Идея о реабилитационном центре возникла 3 года назад. Общество инвалидов отправило заявку на федеральный грант и выиграло. Дополнительные средства выделила администрация района. Мы добьемся того, что больные максимально в короткие сроки будут восстанавливать свою трудоспособность. Мы должны понимать, что легче восстановить человека после операции или после перенесенного заболевания, чем потом все это дело выходит в инвалидность. Смена отдыха детей из Якутии в Артеке подходит к концу. 56 детей из населенных пунктов республики, пострадавших от лесных пожаров, стали большой частью 1,5-миллионной семьи артековцев. Дети совершили визит в музей космоса во дворце Сууксу, учились в легендарной артековской школе и посетили кружки дополнительного образования. Также ребята из Якутии принимают участие в творческих и спортивных событиях, развивают новые навыки и покоряют аюдак, а также заводят новых друзей. Связь с родными дети поддерживают через вожатых и онлайн-трансляцию, в которой всем родителям предоставлен общий доступ. Отметим, что по поручению президента Владимира Путина и Министерства просвещения России Артек принял детей из республики, где действует режим чрезвычайной ситуации. 26 августа к нам прилетело 56 человек и детей из Якутии. Зачислены они в детский лагерь «Речной». Пребывать они будут 21 день в смену. Осваивают программу смены, которая называется «Морская феерия Артека», и также программу лагеря. Отлично отдыхаю. Очень хороший лагерь. Здесь очень хорошо кормят. Здесь очень большая территория. Здесь круче, море есть, и в школу ходим. Я очень хорошо отдохнул от этого пожара. Я теперь понял, что я буду везде участвовать, пытаться везде занять места первые. Для чего, чтобы сюда прилететь. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Осень, кстати, она такая пора, когда пора новоселий, и, как правило, в это время очень часто происходят сделки купли-продажи в недвижимости. Да, и сегодня в рубрике «Советы юриста» наш эксперт расскажет, что делать, если новоселы столкнулись с проблемой некачественной работы строителей. Итак, мы заключили договор долевого строительства и радостно ждем, когда же наш дом ведут в эксплуатацию. Дом ввели, нужно принять квартиру. Нас застройщик известил, мы пришли, и
что. И, как правило, не очень внимательно относимся к этой процедуре. Подписываем акт, получаем ключи, начинаем делать ремонт, и тут обнаружили множество недостатков. Претензии бывают существенные, то есть это существенные дефекты, которые сложно устранить, которые препятствуют пользованию жильем. То есть, допустим, у нас абсолютно в холодное время вдруг начал продувать стеклопакет. То есть мы принимаем квартиру, заходим в нее, там ужасно холодно, все дует со всех щелей. Естественно, в таком жилом помещении жить невозможно. Это является существенным дефектом. То же самое касается серьезных трещин, каких-то некачественно установленной сантехники, возможно, отсутствие вентиляции. Это все те препятствия, которые позволяют нам не подписывать акт приема-передачи и сказать, что мы будем его подписывать только в момент устранения. То есть после того, как застройщик у нас устранит установленные нами сроки, но сроки, естественно, должны быть разумные, в зависимости от серьезности дефектов. И только после этого мы подписываем акт приема-передачи. Если речь идет о несущественных недостатках, здесь мы отказаться подписывать акт приема-передачи не можем, потому что в таком случае застройщик может ставить односторонний акт приема-передачи, что нам не подходит. Поэтому в акте приема-передачи мы пишем, что мы его подписываем с разногласиями и указываем, что в ходе осмотра были выявлены следующие недостатки и перечисляем, что нам там не нравится. Может, где-то что-то поцарапано. Если застройщик своевременно не устранил требования, получается, приобретателя жилого помещения, тогда возникает неустойка. Поэтому, как правило, застройщики своевременно стараются устранить, потому что здесь уже включает свое действие закон о защите прав потребителей, и штрафные санкции достаточно существенные. Рассмотрим ситуацию, когда ничего не происходит, то есть и претензию написали, и сроки устранили, и уже даже неустойку рассчитали, а застройщик продолжает уклоняться. Но в таком случае нам необходимо обратиться в суд. И в последующем, даже если решение суда об устранении этих недостатков не будет выполнено застройщиком, то можно изменить способ исполнения решения суда путем уже выплаты компенсации. Собственник жилого помещения может сам устранить и сказать, что вот решение суда было не исполнено, поэтому прошу изменить способ исполнения путем выплаты компенсации. Желаем, чтобы ваша квартира была самой красивой, светлой, теплой, и у вас не было никаких проблем, поэтому будьте внимательнее. Внимание. Сегодня 13 сентября. Для нас, кстати, с Катей, это такое знаменательное событие. Почему? Потому что сегодня... Да, у нас начинается новый телевизионный сезон, и вместе с этим на наших телеканалах стартуют различные новые проекты. Да, вот об этих проектах и, в частности, об одном особенном таком из них мы поговорим с исполнительным продюсером телеканала НВК «Саха» Дарьей Ермолаевой. Дарья Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Во-первых, с праздником. Новый телесезон всегда праздник. Да, всегда праздник. Поздравляю. Но сегодня мы говорим о фильме «Мой личный дракон». Да, так он называется. Знаем, что зимой он выходил в кинотеатрах. И, наконец, наши телезрители смогут увидеть его на наших любимых телеканалах. Дело в том, что вообще я скажу, что это очень интересный фильм. Это креативная документалистика. Режиссером и генеральным продюсером была Мила Кудряшова из Санкт-Петербурга. И вообще проект назывался «Динозавры Якутии». И именно в этом огромном проекте, который поддержал Фонд президентских грантов России. Дарья Павловна, сейчас у нас небольшой перерыв, после этого возвращаемся, продолжаем. Мы узнаем все подробности о съемках фильма, о том, что же ждать зрителям. Сегодня утро в Якутии на каналах НВК «Саха» Якутия-24. И сегодня у нас праздник, у нас новый телесезон начался. Мы до нашего перерыва уже познакомились с нашим сегодняшним гостем Дарьей Павловной Ермолаевой, исполнительный продюсер НВК «Саха». И говорили мы о том, что стартует сегодня на 2 телеканалах НВК «Саха» Якутия-24 сериал, был фильм, адаптированный под телевизионный формат «Мой личный дракон». Да. Вот. Собственно, подробнее уже можно в этом фильме рассказать, что ждать зрителей. Да, это креативная документалистика, где исследовательские научные работы и в то же время игровые моменты, они шли как бы параллельно друг с другом. И большинство, конечно, героев и локаций, они были в Якутии.
приезжала режиссер из Санкт-Петербурга Мила Кудряшова, которая занималась проектом, который поддержал фонд президентских грантов. Назывался этот проект «Динозавры Якутии». Дело в том, что если Якутия всегда славилась, ну, понимаете сами, да, и мамонты, и алмазы, то сейчас, скорее всего, динозавры тоже могут стать уже новым брендом Якутии, поскольку здесь, на территории Якутии, это где-то в районе Сунтарского лоса, в Тете были найдены очень интересные, уникальные доисторические животные. Конечно же, главным консультантом этого фильма был доктор геолого-минералогических наук Петр Николаевич Колосов. Вот благодаря ему состоялось несколько экспедиций ученых, молодых ученых из Санкт-Петербурга, и они сделали очень большие научные открытия мирового значения. И нужно сказать, что в прошлом году, в декабре месяце, полнометражный фильм вышел на наш экран в Якутске. Затем он пошел по России. И к этой премьере Александр Файзель, наш народный скульптор, он сотворил, возможно, вы видели, натуральную величину стегозавра, найденного в Сунтарском улусе. Да, мы помним местечке этот момент. Тете, да. Этот стегозавр произносит звуки и двигается. Так что я думаю, что это очень большое событие было. А вот сегодня уже телевизионная версия выйдет на экран. Полнометражная версия была разделена на телевизионный формат 3 серии. Понедельник, вторник, среда – это НВК «Саха», потом четверг, пятница, суббота, Якутия-24. Я думаю, что очень многие, кто принимал участие в этом фильме, они с удовольствием посмотрят. Ну и зрительская аудитория, интересующаяся доисторическими животными. Да. Дарья Павловна, ну а насколько успешно фильм прошел в других регионах? Как зрители отреагировали? Ну, вы сами понимаете, что была пандемия. Пришлось все делать в онлайн-формате. То есть и конкурсы всевозможные, касающиеся этого проекта, да, и презентации и так далее, и так далее. Даже я, сидя здесь в Якутске, принимала участие в мероприятиях, которые там проходили в Омске или в Архангельске, или еще где-то. То есть мы, может быть, даже дебютировали в участии в разных форматах, в онлайн-форматах. Фильм, да, показывали во многих городах России. Сейчас он выйдет на интернет-площадку. То есть на стриминговых сервисах можно его ожидать? Потому что сейчас, да, наши якутские фильмы, я вот сам пользуюсь некоторыми сервисами, уже вижу, да, они там появляются, их можно посмотреть. Мне от этого, кстати, очень радостно, что наконец-то. Да. И нужно сказать, что этот фильм интересен будет не только школьникам, которые интересуются динозаврами, но и для семейного просмотра, и для ученых, потому что постарались как бы учесть интересы многих зрительских аудиторий. Я думаю, что там будут какие-то, знаете, даже небольшие открытия, связанные с героями нашего фильма. Потому что там и мальчик, юный палеонтолог, который живет в Сунтарском улусе, который пишет, ну, можно сказать, уже свои трактаты. Да? А вот каждое лето со своими родителями, со своей семьей они в Сунтарском улусе проводят свои экспедиции вот, и находят какие-то интересные артефакты. Дарья Павловна, но помимо вот находки, да, уникальной в Сунтарском улусе, да, районе, какие-то еще интересные, да, случаи во время съемок происходили? Что интересного было? Случаев было много, особенно связанные с переездами. То есть ученые, один ученый приезжал из Германии, другие из Санкт-Петербурга, оператор, и они добирались 100 километров от села Хоро до этого места раскопок. Очень сложно. То есть там нет проезжей дороги, там нужно добираться по болотам и так далее, и так далее. Это занимает определенное время. И, кстати, самыми первыми, кто добрался до этого места, кстати, была национальная вещательная компания «Саха». В 2010 году наш оператор Андрей Лазарев, режиссер Светлана Сивцева, я, увы, не смогла поехать. Они доехали, причем пока доехали, у них сломалось 3 танкетки, по-моему, но тем не менее они достигли своей цели. И как раз в фильме мы показываем фрагмент, отснятый в то время. Это когда находят огромную кость, и прямо вот, ну, видно, рядом лежит спичечный коробок. И когда Петр Николаевич начинает вытаскивать, это все разваливается на мелкие кусочки. И такая досада. Но тем не менее, все это
склеивается, вот, и затем появляется уже определенный экспонат. Ну такой вопрос. Название фильма «Мой личный дракон». Почему именно дракон? Речь о динозаврах. Это вот просто какое-то сопоставление, что динозавры — это драконы прошлого? И почему да, личный, вот как раз да? вот эта мифическая часть, она будет в фильме, что драконы и динозавры — это практически где-то рядом, да, возможно. У нас даже там есть такой момент, когда картины художника Степанова, Тимофея Степанова, стоя у этих картин, наши ученые говорят: так вот же они, Нижний мир, допустим, наш там, да, драконы, змеи. Вот же они, динозавры, в принципе, собственно говоря. Логично, да, так метафорично получается. И вообще в каждом творческом человеке живет свой дракон, можно сказать, да, который добивается своей цели. Поэтому ассоциации очень разные. Так интересно, да? Действительно, возможно, существовали динозавры. Хочется... Дарья Павловна, к сожалению, опять же, хотелось бы еще подольше поговорить, но я думаю, лучше, чем поговорить, увидеть сегодня на НВК «Саха» «Мой личный дракон». 18:30, понедельник, вторник, среда. 18:30, всю неделю НВК «Саха», Якутия 24. Дарья Павловна, спасибо большое, что пришли в студию. Поздравляем с началом нового телесезона, поздравляем с премьерой в телевизионном формате. И мы продолжаем наш эфир и непосредственно расскажем о том, что же на этой неделе стоит ожидать людям, которые верят в астрологию. Овны, на этой неделе у вас будут как взлеты, так и падения. Если хотите оставаться в выигрыше, обязательно прислушайтесь к интуиции. Понедельник принесет успехи на работе, затем 3 дня подряд вас ожидает затишье. В пятницу, а также в конце недели обратите внимание на новые знакомства. Некоторые из них сыграют в вашей жизни важную роль. Тельцы, вам стоит постараться сдерживать свои эмоции и импульсивность. Так вы намного быстрее достигнете желаемого, чем при авторитарном подходе. Дни со вторника по четверг принесут вашему знаку зодиака позитивные перемены в профессиональной сфере и в сфере взаимоотношений. Пятница и воскресенье чреваты конфликтами на работе и в семье. Близнецы, неделя окажется достаточно спокойной. В самом ее начале ожидаются хорошие новости в профессиональной деятельности, затем грядут трудовые будни, а пятница порадует романтическим вечером, причем как семейных людей, так и одиноких. Раки, на этой неделе лучше всего полностью посвятить себя работе, иначе потеряете немало из достигнутого, а бизнесмены могут упустить хорошие сделки или ценных деловых партнеров. Отвлечься от рутинных обязанностей поможет хобби. В субботу будьте внимательней, возможны бытовые травмы. Зато в воскресенье вас ожидает прекрасный отдых. Львы, в понедельник на работе у представителей вашего знака зодиака дела пойдут отлично. Вторник принесет одиноким людям романтическую встречу, а среда – не менее романтическое свидание. В конце недели обратите внимание на свое самочувствие. Вам необходимо отдохнуть. Девы, судьба к вам благосклонна. Прилив сил в начале недели поможет справиться с делами. Пятница и суббота пройдут спокойно, а вот воскресенье может преподнести достаточно приятный сюрприз. Весы. Начало недели наделит вас деловой хваткой, активностью и даром красноречия, что поможет заполучить новых бизнес-партнеров. В среду следите за отношениями с коллегами, близкими и просто окружающими. Пятница и суббота на этой неделе станут для данного знака зодиака днями разрядки от негатива. А в выходные отдохните дома или на природе. Скорпионы. Начало недели окажется для вас хорошим периодом для реализации давних задумок, проектов и временем перемен. Можете поменять место работы или жительства, отношения. Это пойдет вам на пользу. Выходные лучше всего проведите на природе. Это поможет привести нервы в порядок и обдумать ситуацию. Стрельцы, у вас появится возможность проявить себя на работе как авторитарного специалиста. К вашему мнению прислушиваются. Вплоть до пятницы атмосфера в коллективе и семье будет в целом благоприятна. Пятница и суббота предвещают одиноким представителям этого знака зодиака судьбоносную встречу. А ваше умение находить общий язык с детьми вообще будет выше всех похвал. Козероги, ваша энергичность, трудолюбие и самоуважение поспособствуют успеху в карьере, самообразованию и личной жизни. Особенно благоприятным окажется период со вторника по четверг. Вторая половина недели побалует сразу несколькими возможностями весело и с пользой провести время. Уикенд этому знаку зодиака желательно провести с друзьями. Ожидаются полезные знакомства. Водолеи, понедельник принесет вам успехи в бизнесе и любви.
Середина периода чревата для представителей этого знака зодиака недопониманием со стороны родственников. Их смутит неожиданное давление с вашей стороны. А вот в конце недели обратите внимание на бытовые дела. Конечно, они скучные, но делать их необходимо. Рыбы, чуткие и благородные представители вашего знака будут пользоваться уважением у окружающих, но вот доброта в ущерб себе ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, если уже в понедельник вы не хотите оказаться обесточенным, не помогайте всем подряд. Прислушайтесь к совету. Оставшиеся дни будут наполнены позитивом и умиротворением. Доброе утро. Ну а мы рады зачитать сообщение, поздравление, которое пришло на наш WhatsApp номер. Поздравляют Ию Коркину с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья, успехов в работе, удачи и оптимизма. Семья Казаковых. Да, присоединяемся к поздравлениям, всего лучшего желаем. Ну а вам, дорогие телезрители, кто сегодня день рождения не отмечает, да вообще всем, кто нас смотрел, желаем отличного дня, отличной рабочей недели. Понедельник начинается, но это ни в коем случае не день тяжелый, это день, когда можно реализовать все свои накопленные за выходные идеи. Поэтому бодрости вам, смелости, отваги и просто хорошего настроения на весь день. Хорошего настроения. До завтра. До встречи на наших телеканалах.